Велодевчата. Сегодня у нас 3 июня и традиционная покатушка Велодевчат. Сегодня у нас все это происходит под эгидой Дружбы народов, поэтому место сбора у нас Дом Дружбы народов имени Колоковского. Все такие красивые, все такие нарядные, просто невероятно. В этом году прям масштаб. Интересно, сколько участников соберется. Ия, привет! Расскажи, пожалуйста, это у нас организатор Ия Панова. Она организует ежегодный у нас велофестиваль, Велодевчата. Вот. И сегодня у нас тоже проходит такой масштабный, да? Сколько сегодня человек и под каким лозунгом у нас сегодня проходит? Пока у нас человек, мы не будем считать сколько, потому что люди после работы немножко опаздывают. Мы под конец все это посчитаем. А мы сегодня проводим встречу, и мы решили, что у нас встреча будет тематической. В этом году у нас тема «Дружба народов», поэтому у нас очень много девочек в национальных костюмах, и я очень рада, что у нас такой интернационал собирается. Да, очень здорово. Спасибо за то, что организовываете, да. А так мы сегодня по каким достопримечательностям Якутска проедемся? Ну, у нас в этом году же была серия новых ремонтов, обновления площадей, поэтому мы поедем с Дружбы народов, мы начнем. Поедем на площадь Республики, потом поедем на площадь Дружбы, и после этого мы посмотрим набережную Сосарского озера. Очень здорово, очень здорово. Ну что, будем надеяться, у нас сегодня получится такая классная покатушка. Должна. Да, ну, в любом надеяться, случае, такие очень классные здорово. девочки. Да, очень много. Спасибо, спасибо большое. Это Дель, расскажи, пожалуйста, почему ты решила выбрать этот костюм? И какой у тебя костюм? У меня баварский костюм. Ага. Я решила его выбрать просто так, рандомно, девочки, потому что я думала, что, скорее всего, все придут в якутских костюмах. Я видела, что ты сама его сшила. Да. Сколько ночей ушло на это? Ну, я шила вчера перед ночной сменой и сегодня уже после того, как поспала. Да. Очень красиво и прям необычно, да. У тебя каждый год, вот у Адель каждый год самые классные костюмы. И у нее еще вот есть такой вот аксессуар, или что это можно назвать, деталь. Это да? не пропаганда, если что. Но это не пропаганда, но мы будем говорить, что здесь лимонад, вот, велорайд. Ну, в общем, очень здорово, очень круто. Вот, что еще расскажешь, как настроение? Настроение классное, я надеюсь, даже если будет ливень, который час назад был в Намцах, нам не помешает. Ну да, да, классно. Вот, и чего ожидаете от этой покатушки сегодня? Ожидаю насладиться компанией девушек. Мы встречаемся очень редко. Как бы обычно мы ездили на Велоозеро, катались на лодочках. В этом году маршрут немножко другой. Думаю, я уже рассказала об этом. Да, очень круто. Ну, в общем, будем надеяться, что велодевчата придут на ура, как всегда, каждый год. Но в этом году масштабно, да, смотрите, очень много людей. 30 человек обычно. Да, каждый год, да? Но в этом году прям все реально подготовились, да, вот костюмы. Ну, тематику, да, ну, потому что еще у нас появился спонсор, который организовал конкурс, спонсирует, точнее, его. Надо будет ее тоже выловить. Да, надо будет ее выловить и тоже взять у нее интервью. Ой, ну мне кажется, если бы сегодня был бы самый лучший костюм, то Адель бесспорно бы его победила. Все, давай, отлично. Ира. Пирожки, пирожки. Велодевчата сегодня все подготовленные. Наша новая площадь. Hey, my soulmate is here. Репортаж, да? Репортаж.
детские велосипедистки. Маленькая велосипедистка Зорро. Образы. Замечательно просто. Очень-очень много девушек. Далеко проехали. Один раз перейдем просто и все. Аня, привет. Расскажи, пожалуйста, как тебе Привет. сегодняшние велодевчата? Велодевчата, ну, конечно, круто. Да столько классных девчонок, все на велосипеде. И еще подошли некоторые с изюминкой, да? Подготовили костюмы классные. Здорово. Ну, как бы я тоже сама. Да, у тебя подготовила. классный костюм, вообще огонь. Да, беляши, пирожки. Самый оригинальный. Вот. И, конечно, сегодня и погода теплая. Мне нравится. Да, очень круто. Спасибо тебе. Ира, расскажи, пожалуйста, почему твой выбор пал на костюм Зорро? Ну, потому Очень что необычный костюм. Зорро, у него есть конь черный, Ага. и у меня есть черная шляпа. В Вау. общем, и я придумала себе образ. У тебя очень необычный образ, все прямо до мелочей продумано. Даже есть шпага, да? Да, шпага, плетка. Да, и маска, и вообще очень круто. Да, И итальянец. А так вот у нас мы сейчас приехали на новую локацию, Государственный театр оперы и балета. Вот у нас, ага, и здесь у нас вот традиционная фотография на лестнице. Все велоучастницы готовы. Все у нас красавицы. Сегодня подошли с изюминкой, с оригинальностью. Показали свою творческую направленность, самобытность. В общем, у всех костюмы очень красивые. Девушки вообще подошли к этому с изюминкой. У Иры замечательный костюм. Ира Зорро. Вот, полюбуйтесь. Ира, расскажи, пожалуйста, как тебе впечатление о сегодняшних велодевчатах? Впечатления вообще все такие красочные, яркие. Девушки все постарались. Вообще у всех фантазия очень обширная. И побольше таких мероприятий именно, чтобы сплотилось наше велосообщество. Да, очень круто. Спасибо тебе. У тебя у самой замечательный костюм. Ты сама подошла просто вот с изюминкой, с оригинальностью, вот, проявила свою творческую направленность. Вообще Да, классно. благодарю. Мое тотемное животное – это лошадь, в общем. И, как сказать, ну, в городском виде велосипед ассоциируется у меня с лошадью, в общем. Как Я- транспортное средство. Да, я его хотела еще перекрасить в черный, чтобы он был именно вот как Мгм. мустанг. Ну, в общем, что есть, то и имеет. Да, ну, Спасибо. ага. Всем привет, меня зовут Перегей. Вот сегодня у нас 3 июня велодевчата. И мы катаемся сегодня на национальных костюмах. У меня, например, это чукотский костюм, да? Ага. Я танцую в ансамбле Айврина уже 2-й год. И надела вот такой чуть более амазоночный, да? Ну, как Да, бы вы очень яркая. да, индейский костюм. И это мне очень подходит.
Я в нем как бы... Ну, По темпераменту, да? да, выбирали? Да, по характеру, да. Мгм. И это очень круто, да, когда вот все собираются, да, девочки и мальчики, да, общаются друг с другом, катают, как сказать, Объединяются, да, да? объединяются, да. Всем Вот. спасибо. Ага, спасибо вам, вы очень яркая, красивая, да, замечательно. Спасибо, что пришли к нам. Пока я там брала интервью, все уже уехали сюда. Красота. А тормозить неудобно, да? Надо просто... У тебя рама широкая. Длинная. Длинная, иди. Это под моим седалищным костяшком размер. Ага. 23,5. Специально выбирала, да? Но А дырка, это же типа женская сидушка, да? Для вентиляции, да? У Инны новый велосипед. Вот он. У Инны новый велосипед. Вот он. В тот раз мы говорили, да, что у Инны была Мерида, да? И сейчас у нее новый велосипед. Как называется? Outlip. Outlip, да? Вау. И Инна проехала, кстати, бревет 300 километров. Была ночная гонка. Расскажи, как твои впечатления? впечатление нормальное было. Ага. Я вообще сил не теряла. Был же дождь, 17 километров в час ехала я. да? Был же страшный дождь и ветер. Нет, вообще попутный ветер был. Нам повезло с этим. Ага. И ну, дождик там 6 часов, как по часово я смотрела раньше, да, как 6 часов, 8 часов, 9 часов и 3 часа ночи. Это ты еще имеешь в было. виду этот контрольные По пункты, да? времени- Нет, по времени дожди были в это время. Да, Все, вот больше такой не было дождя. Ну, велосипед. прохладно было немножко. Да, это по Вилюйскому Ну, тракту, да? дождевики Якутск, очень даже Бердигистях, Якутск. нормально было. А. Да, мы в Бердигистях ночью переехали, как раз, и там ребята нам ужин купили, там оставили памятника возле входа. И мы супчик скушали, супчик и обратно. Да, в общем, был трэш на самом деле. Для Инны это нормально, для обычных людей это трэш. Они выехали вечером в 5 вечера из Якутска в сторону Бердигистяха. Это 150 километров в ту сторону, обратно 150. И ехали они в ночь. Приехали в 10 утра, да, в 10:42 уже была на финишном пункте. Да, Инна мощь. Там были люди, которые дисквалифицировались, а Инна проехала. Расскажи, это твои первые велодевчата? Нет, это мои вторые велодевчата. Да. Первые были лет 5-6 назад. Угу. Мне очень понравилось. Такой командный дух. У всех очень красивые костюмы, образы, все очень продумано. Прям настроение супер. Всех приглашаю тоже в будущем участвовать в этих мероприятиях. Покажи свою кепочку. Ты сама сделала себе? Я видела в Инстаграме. Да. Вот, смотрите, как она стилизовала. Сережки тоже handmade. Вау, вот обратите внимание. И сережки, и кепочка, все handmade. Прямо образ такой получился. Классный. Ура! Что как? А? Инна, велик как тебе? Вообще классный, но для меня длинная база. А так вообще супер, конечно. Мечта. Да?
а не велик. Отличное пространство здесь создали для спорта, для движа, для прогулок. Вообще красота. Для встреч с друзьями. Замечательно. Ну все, едем. Все, провожаем велодевчат в сторону сквера матери. Василий Степанович. Великий. Я вижу. Оп. Сегодня у нас прошли велодевчата, традиционный велозаезд по городу в платьишках. Я хочу показать вам сегодня свое платье. Я была сегодня в таком образе. Вот это у меня стилизованный холодай такой интересный, якутский. Очень простой, да, но теплый. Я его обычно ношу зимой, весной. Вот сегодня я его решила одеть, потому что с погодой было как-то не очень понятно. То есть для летнего платья, мне кажется, было бы очень холодно, а для холодая самое то. Вот для этого холодая именно. Вот я его покупала в Кружало, тогда была ярмарка. Вот, я купила его за 8 тысяч. Но зато я и в пир, и в мир, как говорится. Вот оно такое красивое. Помимо этого я взяла такую джинсовку. Это Васина джинсовка, но я ее стилизовала тоже, да, или как сказать, разукрасила. Я ходила на мастер-класс, вот, и дала ей вторую жизнь. Вот вы можете тоже не выбрасывать свои старые вещи, а посредством росписи ее можно как бы оживить, сделать ее более стильной, сделать ее более красочной. Вот я нарисовала такую девушку-космонавтку. Вот. И в таком образе мне как бы очень даже тепло вот было и очень клево. Вот. Очень стильно, молодежно, современно. Вот, полюбуйтесь.